Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Минздрав утвердил новые сроки нахождения на карантине при заболевании коронавирусной инфекцией. Черноморэнерго вводит новые ограничения на подачу электроэнергии. Выявлено 2 факта незаконного ввоза наркотических средств в особо крупном размере на территорию Абхазии. В рамках проекта «Культурный перекресток» на винзаводе прошла выставка, посвященная культуре виноделия абхазов. – 23 февраля в Абхазии, как и во многих странах постсоветского пространства, отмечается День защитника Отечества. Военнослужащих, ветеранов и всех граждан республики с праздником поздравил президент Аслан Бжания. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто выбрал своим призванием воинскую службу, кто обеспечивает мир и безопасность граждан и государства. Народ Республики Абхазия гордится своими защитниками и никогда не забудет тех, кто сложил головы во имя мира и будущего своей страны, говорится в поздравлении главы государства. Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет славные ратные подвиги и традиции российского государства. Сегодня мы чтим тех, кто посвятил свою судьбу служению Родине, укреплению ее обороноспособности, кто отдал свои жизни во имя мира и безопасности на родной земле. День 23 февраля, являющийся общенародным праздником, символизирующим доблесть и патриотизм, верность долгу и мужеству, важен для всех, кто в мирное время трудится во благо процветания своей страны и всегда готов встать на ее защиту, отмечается в поздравлении президента Абхазии. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Аслана Бжания с Днем защитника Отечества. Анатолий Бибилов пожелал добра, счастья, согласия, благополучия каждой семьи Абхазии, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Продолжаем выпуск. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по результатам плановой проверки использования средств, выделенных Россией на оказание финансовой помощи Абхазии за 2019-2020 годы и первое полугодие 2021 года. Как сообщает пресс-служба правительства, федеральным казначейством установлены нарушения при реализации соглашения о софинансировании повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений Абхазии. Речь идет о неправомерном начислении и выплате заработной платы административному и вспомогательному персоналу госучреждений, должности которых не относятся к основным категориям, а также сотрудникам в сфере здравоохранения по занимаемым ставкам, превышающим норму труда, предусмотренную законодательством. Проверкой также установлено завышение предельной среднесписочной численности работников многих госучреждений. Александр Анкваб поручил вице-премьерам до конца марта принять меры по устранению выявленных нарушений. Состоялось очередное заседание абхазской части рабочей группы по созданию общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией, сообщается на сайте Минэкономики. В течение 2022 года в рамках программы гармонизации абхазской стороне предстоит завершить разработку таможенного кодекса, закона о государственной пошлине, проектов в сфере инвестиционной деятельности, налогового законодательства и здравоохранения. Также планируется к подписанию соглашения между Республикой Абхазией и Российской Федерации об урегулировании вопросов двойного гражданства. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище до критической отметки и недостаточной мощности перетока из Российской Федерации вводится новый график ограничений на поставку электроэнергии. Данные ограничения будут действовать до момента подъема воды до необходимого уровня для нормального функционирования комплекса Ингургэс. График вы видите на своих экранах. Минздрав утвердил новые сроки нахождения на карантине при заболевании коронавирусной инфекцией. Теперь при легком течении болезни необходимо быть на самоизоляции не менее 14 дней. Подробности в репортаже Али Китрапш.
Приказом Минздрава с 15 февраля люди с легким течением ковида должны находиться на карантине не менее 14 дней. В связи с тем, что пациенты с дельта-вирусом, они в меньшей степени, но имеются. Считается, что от 7 до 11 дней пациент с дельта-вирусом может активно выделять. Пациент с омикроном выделяет меньше. Но так как мы не всегда можем сразу дифференцировать пациента по клинической симптоматике, особенно в первые дни, это омикрон или дельта, то не стали рисковать и остановились на 14 днях. Сейчас в республике наблюдается небольшой спад заболеваемости, но расслабляться все же не стоит. Медики настоятельно рекомендуют проявить сознательность и раньше времени не выходить из карантина. По словам специалистов, после 14-дневной самоизоляции людям с легким течением болезни повторно сдавать ПЦР-тест нет необходимости. Легкое течение заболевания не говорит о том, что человек не является в тот момент выделителем. Он может активно выделять. В острый период так и происходит. Не подозревает об этом, но создает проблемы для своих окружающих и заражает. Поэтому мы просим очередной раз наших граждан оставаться бдительными и не быть причиной заражения своих окружающих людей. По сообщению оперативного штаба, на 22 февраля общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 51 101 человек. Зарегистрировано 642 летальных случая. Более 43 тысяч выздоровели. Мы связались по телефону с врачами некоторых ковид-центров и узнали о ситуации на местах. В Гудаутском районе эпидемиологическая ситуация остается сложной. В госпитале на сегодняшний день лечение проходит 66 пациентов. Состояние здоровья 20 из них оценивается как тяжелое. 7 человек находятся в реанимации. К сожалению, летальность у нас достаточно высокая в последние дни, потому что поступают пациенты соматически больные, имеющие сопутствующую тяжелую патологию, которая, к сожалению, естественно, за счет присоединения коронавирусной инфекции утяжеляет их состояние, поэтому мы получаем достаточно большой процент летального исхода. Но в реанимации не находятся больные, которые вакцинировались, то есть там больные или первично заболевшие, или уже переболевшие в прошлом году. А пациентов, которые получили полный курс вакцинации, в тяжелом состоянии у нас нет. В госпитале обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Нехватки медперсонала сейчас не наблюдается. По словам врачей, каким штаммом болеет пациент, определяют по комплексу клинических симптомов, которые проявляются. Если для части людей омикрон-штамм протекает легко, то есть и те, кто тяжело переносит болезнь. Легко протекающий в основном штамм омикрон, заразившись пациент, который индивидуально его не переносит, один момент, для которого он может оказаться очень тяжелым. Пациент, который имеет свою сопутствующую тяжелую патологию, для него эта инфекция может стать причиной ухудшения состояния вплоть до летального исхода. Поэтому сказать, что омикрон-штамм тоже очень легко протекает, на 100% не скажешь. Все равно надо выдерживать в общей массе двухнедельный режим изоляции с момента, как пациент заболел, потому что все равно период выделения для всех одинаковый, поэтому лучше перестраховаться и больше находиться на изоляции для того, чтобы не вызывать угрозу для пациентов, у которых имеют какую-то сопутствующую тяжелую патологию для нашего старшего поколения. В Гаградской ЦРБ лечение проходит 36 пациентов, из них 6 человек в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении 415 взрослых ковид-подтвержденных пациентов. Среди детей болеют 37 человек. Все они получают необходимую консультацию врачей по телефону. В ЦРБ ощущается нехватка медперсонала. Несмотря на это, медики работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь всем пациентам. Те люди, которые у нас сейчас в стационаре лежат, по клинической картине, вероятнее всего, это дельта. Да, омикрон более легкое течение, в принципе, 4-5 дней, а затем симптомы отступают. Но у нас есть по приказу Минздрава 14-дневный карантин, и его надо соблюдать. Это же не просто так придумано, это для того, чтобы не предотвратить распространение дальнейшее. Возможно, у тебя нет температуры и чувствуешь себя неплохо, но ты распространяешь, и люди должны в этом направлении проявить какую-то ответственность, которую, к сожалению, мы уже 2 года не наблюдаем. Но и тем не менее, потому что, еще раз повторяюсь, медицинское сообщество достаточно устало.
И если мы как-то не подойдем к этому вопросу разумно, возможно, в дальнейшем качество оказания помощи будет гораздо ниже. Мы должны друг другу помочь. Что касается вакцинации, тоже очень вялые темпы, очень низкий процент вакцинации. Вакцинироваться не хотим, на карантине сидеть не хотим. Ну а как так? Заболевание просто так не отступит. Нам не удалось пообщаться с врачами Сухумской инфекционной больницы, так как они работают в авральном режиме. По данным оперштаба, на 22 февраля в инфекционной больнице 39 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья. В Ачимчетской ЦРБ 21 пациент, в Тухарчалской 9 человек проходят лечение. Алика Трапш, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС Абхазии 23 февраля прибыли в Луганск. На встрече в МЧС ЛНР абхазские и луганские спасатели обсудили детали операции по эвакуации беженцев. Согласно плану, 52 жителя Луганской Народной Республики были переданы абхазским спасателям на границе ЛНР и России на пропускном пункте Гуково, а 38 граждан ДНР на КПП Успенска на границе России с Донецкой Народной Республикой. Граждане ЛНР и ДНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановки на территории республик. Вице-премьер Сергей Пустовалов представил коллективу Госкомитета по репатриации Бастахуа Агрба, назначенного на должность заместителя председателя. Также личному составу Государственной миграционной службы был представлен первый заместитель начальника Джимми Ажиба. В Гагре по улице Абазга в двухкомнатной квартире произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Еще одного спасли пожарные. Как сообщает пресс-служба МЧС, к моменту приезда спасателей квартира была окутана клубами дыма. Частично горела спальня. Причины происшествия устанавливаются. 24 февраля в 21 час на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 26-го Дранского округа. На прямой эфир приглашены Илья Гуни и Адгур Харази. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 13-го Гагрского городского 2-го округа. На прямой эфир приглашены Алхаз Барцис, Риваз Бени, Изольда Хагба, Александр Цишба. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту parliament2022tv@gmail.com. На площадке Арсмира состоялась пресс-конференция представителей оппозиции на тему предстоящих выборов депутатов Народного собрания. Сарек Варацхели расскажет подробности. Открывая пресс-конференцию, председатель АНД Адгур Ардзинба сообщил журналистам о создании единого офиса. Главная цель – получение от граждан информации о случаях нарушений выборного законодательства. Мы запускаем единый офис, единый штаб, где будет действовать горячая линия. Мы просим к этой инициативе присоединиться все общественные и политические силы, кому не безразлична прозрачность проведения выборного процесса. Давайте будем собирать всю информацию. Она будет агрегироваться вот у нас в офисе, будет секретарь, будут юристы, которые будут эту информацию обрабатывать и направлять в Генеральную прокуратуру. Еще раз повторюсь, Генеральная прокуратура в этом направлении взаимодействия налажен. Хочу отметить, что новый председатель ЦИК также выразил готовность в полном объеме включиться в эту работу. В 2017 году в 5-ю статью закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии были внесены изменения. В ней говорится, что кандидат в депутаты может быть исключен из предвыборной гонки, если будет установлен факт подкупа избирателя, отмечалось на пресс-конференции. Все говорят о подкупе, вот как это лохнесское чудовище. Все говорят, но никто не видел. То же самое. У нас вот все мы об этом говорим, но давайте мы это все-таки один раз зафиксируем, кого-то мы накажем. Как отметил руководитель общественной организации Ахеца Ахрабжания, согласно законодательству, на всех избирательных участках могут работать не только наблюдатели от штабов, но и от общественных организаций, даже если они не выставляют своих кандидатов. Мы обращаемся с такой инициативой к общественным и политическим организациям, партиям, чтобы они тоже приняли участие в этой работе. Нам легче будет контролировать потенциальные нарушения, если они там будут иметь место. В рамках пресс-конференции была затронута и тема эпид-ситуации в стране. Некоторая стабилизация, надо заметить, ситуация идет, может быть, даже намечается какой-то спад. Для меня, человека, который подписал в первую очередь обращение о переносе выборов и инициировал этот вопрос,
Сейчас представляю, с каким воодушевлением некоторые критики этого обращения скажут, что ты паниковал, вот и спад пришел. Не после выборов, а сейчас, наверное, ЦИК должен выступить и прокомментировать вместе с Минздравом или с подневольным СЭСом, как они видят проведение выборов в этом аспекте, какие меры будут приняты, а есть ли у них ресурсы для соблюдения этих мер. Новый единый офис будет располагаться в помещении общественной организации «Абхазское народное движение». Сария Кварацхеля, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Сотрудниками УКОН МВД выявлены 2 факта незаконного ввоза наркотических средств в особо крупном размере на территории Абхазии. Смотрите репортаж пресс-службы МВД. Наркотическое вещество в особо крупном размере, незаконно ввезенное в Республику Абхазия с целью сбыта, изъяли сотрудники УКОН МВД. Задержаны 2 граждан. Житель Гудауты Чамагуа Адгур Валикович, 1974 года рождения, и проживающая в Москве Филиппова Наталья Владимировна, 1977 года рождения. Плотно упакованные свертки с кристаллообразным белым веществом женщина хранила при себе в нижней одежде. В общей сложности изъято более 49 грамм наркотического средства метадон, приобретенного последней по предварительному сговору с Чамагу на территории Российской Федерации с целью сбыта незаконно ввезенного в Республику Абхазия. Оперативные мероприятия разработали и провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего задержали данных граждан после пересечения зоны таможенного контроля на КПП ПСО. В отношении Натальи Филипповой и Адгура Чамагуа по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом В части 3 статьи 224 и пунктом Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело. Суд города Сухум удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении граждан Филипповой и Чамагуа в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Один из сильнейших синтетических наркотиков мефедрон изъят сотрудниками УКОН МВД при ввозе в Республику Абхазия. Данное вещество где вы приобрели? В каком городе? В Адлере, Российской Федерации, да? Путем как? Так называемый тайный заклад? В ходе проведенных оперативных мероприятий задержан житель города Сухума Гухава Химц Анатольевич, 1990 года рождения, после прохождения таможенного контроля на КПП ПСО. В отношении последнего по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а также ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере по части 3 статьи 223 и пункту Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Расследование проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия, а Гухава заключен под стражу. Сегодня видному общественному и политическому деятелю Абхазии, одному из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа Зурабу Ачба, исполнилось бы 72 года. Зураб Ачба стоял у истоков создания общественно-политической организации Айтгалара, был одним из организаторов учредительного съезда Конгресса, впоследствии Конфедерации народов Кавказа. Зураб Ачба был депутатом парламента так называемого «золотого созыва», в годы работы которого были приняты судьбоносные для страны документы, которые легли в основу государственности Абхазии. Зураб Ачба был убит 15 августа 2000 года. Виновные в этом преступлении до сих пор не найдены и не понесли наказания. Сегодня в нашей программе смотрите новый документальный фильм, посвященный личности Зураба Ачба «Выстрел в Абхазию». В рамках проекта «Культурный перекресток» на винзаводе прошла выставка, посвященная культуре виноделия абхазов. Экспозиция объединила работы художников Леварсы Бутба и Виталия Кацпа, старинные гравюры и археологические экспонаты. Выставка была доступна только один день, 23 февраля. Репортаж Эсмы Гуланзе. За стойкость мужества мужчины, за клин, что вышибает клин. Не важно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине. Названием выставки стали строки стихотворения писателя Фазиля Искандера. В них отражена суть экспозиции – рассказать о древней культуре виноделия абхазов. В 2004 году Фазиль Абдулович лично посещал винзавод, и в его честь названо одно из вин. Владислав Григорьевич, когда у него был юбилей, собрал несколько человек, в том числе был и я. И кто что может сделать в честь Фазиля Искандера. Я с ним очень дружил и знал его вкусы.
И поэтому я сказал, хотел бы назвать это вино в честь него, создать вино. И Владиславу я сказал, я говорю, давай Сандро назовем. Он сказал, сам ты Сандро, говорит. Не хочу это название. Я говорю, тогда Чегем. Он говорит, хорошо. Виноградарство в Абхазии во все эпохи занимало достойное место. Об исторических корнях виноделия свидетельствуют археологические находки, амфоры и другие сосуды раннеантичной эпохи, которые использовались для хранения и перевозки вина. При раскопках на территории Сухумской крепости были обнаружены косточки винограда, датируемые IV-II веком до нашей эры. Этот сорт дошел и до наших дней и известен как акачич. В этом году мы как-то посвятили этот год актуализации темы нематериального наследия, потому что это является частью нашего культурного наследия, частью нашей идентичности. И мы очень рады, что вина и воды Абхазии в последнее время тоже особенно актуализировали тему виноделия в Абхазии и конкурсы, где абхазское вино выступает. Помимо археологических находок, концепцию мероприятия раскрывают исторические реплики, старинные гравюры и картины абхазского художника Виталия Кацба. Большую часть из представленных работ автор создал специально для экспозиции. А в центре выставки своего рода символическая карта нематериального наследия Абхазии. Триптих художника Ливарсы Бутба, выполненный по заказу винзавода более 15 лет назад. Родные и друзья художника поделились воспоминаниями о нем. Во время войны, вы знаете, он уже болел. И все равно он принимал участие во всех операциях, так сказать, и так далее. Даже анекдот родился, я вот вспоминаю его, когда Аида, его супруга, спросила, куда, говорит, вы идете, говорит. Он говорит, домой он пришел, оружия тогда не было, и Аиду спрашивает, где мой кинжал, говорит, там нож какой-то у него был хороший. Она говорит, а зачем тебе? На Сухум идем, говорит. Сухум-чухум, не знаю, газ принеси, потом куда хочешь иди, говорит. Ну, как анекдот это тоже было. К сожалению, вот мы его потеряли, но вот его работы остались. Это самая маленькая часть его наследия. На самом деле, во многих домах в Москве, вот где я бываю, я вижу его работы. И всегда, значит, видя эти работы, у меня дома висят его работы тоже. Выставка – яркое и неординарное событие, которое, как хорошее вино, оставляет приятное послевкусие и информацию для размышления. Эсма Голанзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Абхазская государственная хоровая капелла примет участие в юбилейном фестивале Юрия Башмета, который в эти дни проходит в Сочи. В рамках 15-го международного зимнего фестиваля будет исполнена хоровая опера «Сказ о Борисе и Глебе», в которой будет участвовать и абхазская хоровая капелла совместно с 3 хоровыми коллективами из России. Международный фестиваль Юрия Башмета – это одно из самых крупных культурных событий в России, куда съезжаются люди со всего мира. Впервые международный фестиваль «Сказ» в Сочи был проведен в 2008 году. Харитон Агарба одержал 8-ю победу в профессиональной карьере над колумбийцем Брайамом Рико в рамках шоу «Лига ставок. Вечер бокса», сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Бой прошел в первом полусреднем весе. Харитону понадобилось всего лишь 3 раунда, чтобы доказать свое превосходство над соперником. К встрече с соперником Харитон Агарба подошел с беспроигрышным рекордом в 7 побед, 4 из которых одержаны нокаутом. Последний его бой против Петра Петрова состоялся 24 декабря, в котором он удостоился титула чемпиона Европы. Сразу после новостей на нашем канале начнется эфир с участием кандидата в депутаты Народного собрания от 5-го Синопского округа Лаши Ашуба. Затем теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 6-го Центрального округа. На прямой эфир приглашены Константин Тужба, Эраст Агумава, Дмитрий Амичба, Алхаз Асланзе, Рауль Лолуа, Дмитрий Маршан. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 24 февраля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 14-19. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.